Безопасно, быстро и удобно управлять своими денежными средствами на банковском счете с помощью мобильного телефона стало абсолютно реальным. Оператор мобильной связи «Аквафон» и Национальный банк Абхазии предоставляют совершенно новую для республики услугу – СМС-сервис. Этот проект стал ярким примером успешного сотрудничества банковской и телекоммуникационных сфер Абхазии. Обеими командами проделана большая работа. И Нацбанком, и Аквафоном. Это касается и подготовки документов, регламентирующих работу наших организаций, а также взаимодействия IT-специалистов, технического департамента, сотрудников маркетинга, которые занимались разработкой технического задания, а также тестированием и внедрением услуги. В результате наши абоненты получили современный и удобный сервис. СМС-сервис стал первым продуктом в Абхазии, позволяющим дистанционно управлять средствами на своем банковском счете. Одни из основных характеристик данной услуги – конфиденциальность предоставления информации и защита персональных данных, которая обеспечивается на всех этапах выполнения СМС-запроса по состоянию лицевого счета владельца банковской карты. На практике пользование услугой происходит следующим образом. Абонент самостоятельно подписывается на предоставление услуги через банкомат, либо путем оформления заявки на подключение в банке-эмитенте, выдавшем карту. После подключения посредством отправки СМС-команды на номер 7007 запрашивается тот или иной вид операции. Запрос текущего счета банковской карты, перевод денежных средств с карты на карту, запрос мини-выписки по состоявшимся банковским операциям, блокировка карты и разблокировка карты. Для каждой из этих видов операций есть определенные собственные СМС-команды, которые направляются на короткий сервисный номер 7007. Это номер СМС-центра банка. Все эти команды можно уточнить у банка, можно у специалистов банка, в котором была выдана карта, а также получить информацию на сайте Аквафон. Партнерами данного проекта были проведены во многом уникальные процедуры. Подготовлена собственная договорная база, оформляющая юридические основания предоставления данного сервиса. Построены специальные каналы связи, гарантирующие доставку сообщений с лицевого счета карты на абонентский номер. Внедрены программные продукты и организовано высокотехнологичное взаимодействие сторон в целях доступности услуги для абонентов Аквафон. И мы, конечно, гордимся тем, что именно наши абоненты могут первыми в стране оценить удобство и преимущества данного сервиса. Данный проект является первым проектом с Национальным банком, но, как показала практика, это сотрудничество достаточно плодотворное. И, конечно, оно бы не состоялось без титанического труда тех людей, которые были задействованы в этом проекте. Проект состоялся именно благодаря их высокому профессионализму, трудолюбию, преданности своему делу. И поэтому, конечно, мы и дальше будем продолжать сотрудничать, тем более, что уже первый успешный шаг в этом направлении сделан. Рабочей группой проекта были проведены уникальные процедуры, что позволяет дать оценку проекту как сервису-пилоту, открывающему новый формат взаимодействия оператора мобильной связи со своим абонентом и банка со своим клиентом. Проект в первую очередь представляет из себя интерес с точки зрения суверенной правовой базы. Над этим работали две команды, которые приложили колоссальные усилия в каждом договоре, который подготовлен обеими командами, над которыми обе команды работали. Вложен труд аналитиков, труд юристов, труд риск-менеджеров, труд бизнес-аналитиков. Это дает не просто надежду, но и уверенность в том, что все последующие наши планы будут реализованы с таким же усилием и с такой же харизмой. Таким образом, Нацбанк и компания «Аквафон» вывели на качественно новый уровень возможности самообслуживания и получения информации о состоянии банковского счета. Очевидно, что потенциал услуги СМС-сервис огромен, и в ближайшем будущем партнерами планируется активное развитие данного направления, что предоставит клиентам максимальный комфорт, превратив банковскую карту в полноценный платежный инструмент. Клиент при обращении в ту же организацию, кассир проводит операцию, вставляя карту, выбирает тип операции, оплата покупки. Выбирается валюта операции, вводится сумма, допустим, те же 10 рублей.
и обработка карты. При этом на экран выводится сумма, и клиента просит подтвердить. Подтверждение происходит вводом пин-кода, четырехзначного идентификатора, который прикреплен к карте. То есть, там, в данном случае мой. И происходит установка соединения. И выдается чек об успешном проведении операции. На сегодняшний день тот путь, который прошла национальная платежная система, он уже немал. Мы предоставляем множество услуг держателей карт, можно сказать, прямо со всего мира, так как на территории Республики Абхазия на сегодняшний день обслуживаются карты, которые к нам приезжают с разных континентов. Ну и в первую очередь это, естественно, обслуживание электронных средств платежа, с которыми сюда приезжают наши туристы. То есть это дополнительный бонус, это дополнительные возможности для тех людей, которые приезжают сюда к нам. И мы уверены, что с компанией «Аквафон» мы реализуем еще не один совместный проект. Хочется поздравить компанию «Аквафон» с 11-летней успешной деятельностью на рынке мобильных услуг. Хочется пожелать успеха всему коллективу, руководству компании. Самое главное, чтобы компания «Аквафон» не останавливалась. Уже сейчас идет подготовка предоставления сервиса оплаты товаров и услуг. В частности, реализация возможности оплаты услуг связи сети «Аквафон» в терминалах платежной системы АПРА. Эти нововведения, безусловно, приведут к радикальному изменению характера отношений между банком и клиентами, позволив предоставить пользователям максимальный комфорт, а мобильному оператору превратить сим-карту в полноценный платежный инструмент. Анастасия Никонова, Артур Каландия, Абхазское телевидение.